В этом видео мы рассмотрим местные падежи в удмуртском языке. Всего в удмуртском языке 15 падежей. Они делятся на субъектно-объектные 8 и на 7 местных падежей, которые мы сейчас и рассмотрим. Для примера мы рассмотрим слово «гурт» – «деревня». Это слово мы будем изменять по местным падежам. Первый падеж собственно местный. Он отвечает на вопрос «где?». Показателем этого падежа является суффикс «ын». Например, «Мон гуртын уличко» – «я в деревне живу». Следующий падеж входный. Он отвечает на вопрос «куда?» и образуется с помощью суффиксов «э» или «е». Пример. «Мон гурте бертишко» – «я в деревню или домой возвращаюсь». Следующий падеж исходный. Он отвечает на вопрос «откуда?» и образуется с помощью суффикса «ищ». Пример. «Мон гуртыш кошкишко» – «я из деревни уезжаю». Следующие падежи отдалительный и предельный. Они отвечают на вопрос «от какого места» и «докуда», соответственно, образуются с помощью суффиксов «ищен» и «ож», соответственно. Пример. «Гуртыщен городож» – «от деревни до города». Следующий падеж переходный. Он отвечает на вопрос «по какому месту» и образуется с помощью суффиксов «эти» или «ети». Например, «Мон гуртети мынишко» – «я по деревне иду». Последний падеж, который мы рассмотрим, направительный. Он отвечает на вопрос «по направлению к чему?» и образуется с помощью суффикса «лань». Пример. «Мон гуртлань мынишко» – «я к деревне иду», по направлению к деревне. Теперь рассмотрим схему местных падежей. Будем двигаться по схеме сверху вниз. Ищен – отдалительный падеж. От какого места? Эти, ети – переходный падеж. По какому месту? Ищ – исходный падеж. Откуда? Ын – собственно местный падеж. Где? Ож – предельный падеж. До какого места? Е – входный падеж. Куда? Лань – направительный падеж. По направлению к чему?